С появлением первых автобусов появились и правила поведения в нем пассажиров. Кроме всего, существует определенный этикет и правила для водителя. Если раньше пассажиры умудрялись ездить зайцем, то сейчас с внедрением электронной оплаты проезда пассажиры прибегают к другим уловкам. Самым частым нарушением является использование льготного или школьного проездного третьим лицом. Хочется напомнить, что все автобусы, как частные, так и муниципальные, снабжены видеонаблюдением. Водитель имеет полное право изъять на камеру карту, не принадлежащую пассажиру, и потребовать оплатить проезд наличными. Вот, пожалуйста, вот у меня свидетели здесь сидят. Я вот, смотрите, камеру. Школьная карта, уважаемая, едет. Я эту школьную карту изымаю. Ну правильно, она все сама едет, поедет. Теперь с этой школы, вот за этой школьной картой вы можете уже обратиться либо в нашу диспетчерскую на площади Орджоникидзе. Центральная диспетчерская служба находится в самом центре города. Сюда стекается самая свежая и актуальная информация того, что происходит в автобусах. Также жалобы пассажиров. В это место поступают жалобы на перевозчиков от горожан и встречные претензии на нерадивых пассажиров, которые нарушают правила проезда. Лишь за одну неделю в Центральную диспетчерскую службу водители передают в среднем по 50 изъятых проездных. Посмотрите, какие интересные вещи, какими пользуются у нас пассажиры. Школьная карта запечатана с двух сторон поездочной картой. А потом у нас в автобусах начинаются крики, шумы. Я поездочная оплатила. Может быть, даже помните, из последних случаев крик был: я поездочную отбила, а в терминале-то прочитывается школьная карта, а не поездочная. Вот еще одна, вторая. Видите, как они у нас умудряются? Они ее стараются запечатать, чтобы уже карту не читает. Да, ее не видно. Читается обычная школьная карта. Школьные карты выдаются детям с 1 по 4 класс для бесплатного проезда. И вот почему они изъяты? А изъяты, потому что по этим школьным картам у нас пользуются их же родители, мамы, которые едут в школу за своим же ребенком. И она утверждает, что мой ребенок потеряет школьную карту, а поэтому карта хранится у меня. Ну и, так сказать, я нечаянно оплачиваю этой школьной картой. Да, водитель имеет право, если он действительно очевидно видно, что карта не принадлежит владельцу, то есть ее изъять и сдать ее. Ну, обычно у нас центральная диспетчерская служба ее передает в банк, либо в управление соцзащиты. В основном это происходит с картами социальными и школьными. В правилах пользования это все прописано. Карта эта, она никуда не выкидывается, то есть она просто изымается и передается как бы соответствующей организации, которая ее выдавала. Это у нас социальные карты, которые принадлежат разным льготным категориям. Это тоже такие же случаи, как, например, внучка едет бабушке за лекарством и для этого использует бабушкину карту для проезда. Полагаясь на то, что раз я еду покупать лекарства для бабушки, значит, я могу воспользоваться ее социальной картой и бесплатным проездом, соответственно. Социальные карты, они именные, а на школьной карте на ней нет фамилии, имени, отчества, но они выдаются детям в школе через Алмаз-Эргенбанк. То есть по спискам определенным с 1 по 4 класс. У каждой карты есть соответствующий номер, его можно проверить через Алмаз-Эргенбанк, какой школе принадлежность, какой класс, фамилия, имя. Все можно найти по карте. Сейчас поступило распоряжение Алмаз-Эргенбанка все изъятые карты сдавать им по актам описи. А они, соответственно, ведут уже беседы, вызывают людей. Ну и дальше у них свои процедуры по этим картам. Учащиеся начальных классов, у которых есть проездной билет, к проездному билету не должен быть ученический билет, либо справка какая-то, ну, хотя бы какой-то там дневник, чтобы подтвердить право на льготу.
Также у нас есть временные социальные карты, которые еще не получили постоянную фотографию. Они тоже обязаны предъявить удостоверение пенсионное, либо какое-то другое, там, которое им дает право на льготы, то есть, чтобы не было каких спорных моментов. Существуют и у нас письменные жалобы, вот ведется специальный учет. Да, есть устные жалобы, которые принимают диспетчера с 7:30 утра в течение всей своей работы до 10:30 вечера, как они работают. Принимаются устные жалобы, они обрабатываются. Нами же, например, если надо будет найти по времени точный автобус, мы можем найти. Отправляем информацию сначала директору маршрута. Они должны это принять в учет, разобраться, отзвониться уже нам, отзвониться этому пассажиру, потому что мы всегда берем телефонный номер пассажира, и потом перепроверяем сами. То есть мы со своей стороны тоже перезваниваем этому пассажиру, спрашиваем, вам отзвонились, вы разобрались, претензии еще есть, либо нету. Бывают, конечно, сложные моменты. Там вот люди, когда приходят, письменные какие-то пишут. Тут я не только директору сообщаю, тут мне приходится это и в мэрию подключать, как бы транспортный отдел, чтобы в помощь, потому что ситуации разные бывают, серьезные, несерьезные там. Диспетчера обрабатывают большой объем работы, от контроля соблюдения временных отрезков, по которым двигаются автобусы, до приема обращений от горожан, будь то забытая вещь или не вовремя приехавший автобус, а то и вовсе проехавший мимо остановки. Центральная диспетчерская служба также ведет консультацию пассажиров по картам. Ведь оказывается, далеко не всех, приобретая карту, информируют о том, что одним проездным в одном автобусе можно воспользоваться только один раз. Терминал безналичного расчета. Чтобы платить, нужно приложить карту. То есть проходит оплата, он сообщает и выдает чек, то есть квитанцию. Повторную оплату он не примет, он выдает чек. То есть он напишет и скажет, что оплата повторно запрещена. Если человек дал 25 рублей наличные и попросил чек, у водителя есть отдельная кнопка, он ее нажимает и выходит квитанция 25 рублей, как что он заплатил наличные. Не все знают, как нужно хранить электронный проездной, чтобы он не повредился статикой. Случаются ситуации, когда пассажир сам виноват, что валидатор не может прочесть его проездной, и накаляется скандальная ситуация. Дорогие наши пассажиры, на той стороне карты существуют определенные правила пользования картой. И тут хорошо и четко указано Алмазом-Эргенбанком, что если карта каким-то образом по вине пассажира не работает, тут все описано. А карты эти одноразового пользования, они не подлежат восстановлению. Сейчас особо зима, все мы носим шубы, статика или помятая карта. Все это может привести поломка карты. Пользуйтесь различного рода упаковочками специальными. Я даже в шубе ее не ношу, если честно, потому что все равно боюсь, ношу в сумочке. Кроме правил дорожного движения, для водителей автобуса существует ряд правил, за которые полагаются нехилые штрафы. Пассажиру достаточно заснять нарушение на камеру мобильного телефона и обратиться в центральную диспетчерскую службу. Водитель, он несет административную ответственность, смотря что он нарушит. Вот, много обращений, что они курят. За курение водителя штраф 4000 рублей. То есть, если есть подтверждающий факт, то его там на видео снимет, этого будет достаточно. То есть это административное правонарушение, законом запрещено ему курить во время движения. У каждого водителя есть такая, можно сказать, на него досье полностью собирается вся информация. Есть специальные люди, которые отвечают за безопасность движения в каждом предприятии, которые не только там курит, он не курит, но нарушает правила дорожного движения, не нарушает. То есть, если систематически, то есть, нарушается порядок работы и правила движения, то есть, такие люди просто увольняются, то есть, и больше они не смогут работать вообще водителями автобусов. Многие даже не догадываются, что в Якутске самый дешевый проезд в России, и автобусов у нас в 2 раза больше. Ежедневно на улицы города с официальным населением в 300 тысяч жителей выходит около 450 автобусов и более 30 на пригород. Если сравнивать с Хабаровском, где население ровно в 2 раза больше, то там выходит всего 520 единиц.
Расписание движения составлено таким образом, чтобы в час пик было больше автобусов, и когда они необходимы, ну и далее поменьше. То есть работа идет по графику, то есть основанные, опять же, на предложениях горожан очень много было. Проводились полные глобальные обследования пассажиропотока, привлекались наука, то есть это Тихоокеанский государственный университет, автодорожный факультет. За это время организовали 2 маршрута, то есть опять же по просьбе жителей. Это вот 7-й, 9-й маршрут, чтобы было удобно. У нас вот поселок пригородный, очень сильно там разросся, тоже появилась потребность, чтобы не только там пригородные автобусы ходили, но и городской регулярный маршрут. Это последний маршрут, наверное, 9. 7-й маршрут, это была проблема у нас по Сергеляцкому шоссе, это где ботанический сад. Сейчас там тоже ходит автобус с интервалом 7-9 минут, то есть стабильно городской, а не какой-то дачный, как раньше автобус ходил. Также без внимания не остаются. Вот Прометей, жилой комплекс новый, то есть там тоже 14-й маршрут, 9-й маршрут заезжает. В каждом автобусе висит памятка, как реагировать при возникновении аварийной ситуации. Там полностью указаны действия водителя и пассажиров. Случай, который произошел с автобусом 7-го маршрута, в наших зимних условиях нередкий. Возгораний транспортных средств происходит немало. И среагировать должным образом может не каждый. Так, благодаря неравнодушному автолюбителю удалось не допустить полного возгорания автобуса. Вечером после работы, уже закончилась работа, возвращались домой. Ехали с женой, с товарищем, увидели дым, огонь, горит что-то. Ну, жена прокомментировала, автобус горит, спросила, поможете? Как раз в это время у нас был огнетушитель с собой. Буквально несколько дней назад положили большого объема и как бы пригодился. Вытащили огнетушитель, подбежали, начали тушить. Все, пламя погасло. Данный случай показывает, что можно найти общий язык между водителем и пассажиром, но проблемы все равно остаются. Поэтому по вопросам городского пассажирского транспорта обращайтесь в Центральную диспетчерскую службу по номеру 42 48 14 или по адресу проспект Ленина, дом 7. Если вы стали свидетелем вопиющего случая или у вас есть задача, которую вы не можете решить по теме общественного транспорта, обращайтесь к нам. Округ, _tv@mail.ru с пометкой «Люди и транспорт». Очень хочется, чтобы водители уважительно относились к пассажирам и к другим участникам дорожного движения, а пассажиры, в свою очередь, вели себя согласно правилам и не нарушали закон.